11 октября – особая дата в истории нашей страны. 25 лет назад, в этот день, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба. Образование абхазской армии берет начало с конца 1991 года, когда началось формирование отдельного полка внутренних войск. Но прежде чем оно завершилось, как 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики. Началась Отечественная война народа Абхазии. В первый же день войны председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Григорьевич Арзанба выступил по абхазскому телевидению с обращением к народу республики, призвав дать отпор грузинскому агрессору. А Президиум Верховного Совета объявил о мобилизации граждан. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. Через 4 дня Президиум Верховного Совета принял указ о создании Государственного комитета обороны, в руках которого сосредоточилась вся полнота власти по обороне страны. В первые дни войны для оказания помощи Абхазии к нам стали прибывать братские народы Северного Кавказа, казаки Юга России, добровольцы из ближнего зарубежья, представители зарубежной диаспоры. К этому времени восточная часть Абхазии оказалась отрезанной от остальной части республики. Однако ее доблестные сыны сумели оказать достойное сопротивление превосходящим силам агрессора и не дали оккупировать Тхуарчал и близлежащие села. Создаваемые вооруженные группы в восточной части Абхазии постепенно стали объединяться. 1 октября 1992 года абхазские вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами перешли в наступление на Гагрском фронте и уже на следующий день освободили город Гагру, а 6 октября всю северо-западную часть Абхазии. Это была первая крупная победа наших войск. В день освобождения Гагры грузинские подразделения на восточном направлении предприняли атаку со стороны села Ахурей на село Река, однако, получив отпор, были вынуждены отступить. В последующие дни бойцами Восточного фронта была предпринята первая попытка освобождения Очамчиры. После освобождения Гагрского района противник усилил Сухумскую военную группировку. В целях оперативного управления войсками постановлением Президиума Верховного Совета Абхазии от 11 октября было создано Министерство обороны и Генеральный штаб. В целях обеспечения обороны и государственной безопасности Республики Абхазия и в связи с агрессией войск Госсовета Грузии Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет образовать Министерство обороны Республики Абхазия. Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Арзанба, город Гудаута, 11 октября 1992 года. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен Владимир Аршба, а начальником Генштаба Султан Сосналиев. Служу народу Абхазии. 8 января 1993 года Президиум Верховного Совета принял постановление о назначении председателя Верховного Совета Владислава Григорьевича Арзанба главнокомандующим вооруженными силами Республики Абхазия. Параллельно с созданием структуры управления Минобороны шел процесс создания видов вооруженных сил, родов войск и специальных войск. В Восточной Абхазии также происходило перерастание партизанского движения в организованную вооруженную силу. Создавались полки и отдельные батальоны в составе Восточного фронта. Командующим Восточным фронтом был назначен Мираб Кишмария. Впереди вооруженные силы Абхазии ожидал ряд ответственных наступательных операций: Очамчирское, Первое Шромское, Кочарское, Январское, Мартовское наступление на Сухум.
Одной из самых тяжелых операций было наступление, начавшееся в ночь с 15 на 16 марта. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. И хотя эта военная операция не достигла цели, она содействовала приобретению личным и командным составом опыта ведения боевых действий. Части и подразделения абхазской армии успешно использовали опыт мартовского наступления в последующих наступательных операциях. Одной из славных страниц Отечественной войны народа Абхазии стала десантная операция в селе Тамыш. Накануне этой операции, начавшейся 2 июля 1993 года, войска Восточного фронта своими активными действиями обеспечили высадку морского десанта из Гудауты. Десантники и воины Восточного фронта, соединившись, заблокировали трассу Очамчира-Сухум на важном ее участке, воспрепятствовав тем самым переброске грузинских воинских частей в Сухум. Эта операция имела чрезвычайно большое значение для осуществления наступления Гумистинского фронта. Она позволила отвлечь силы и средства противника от основного направления удара наших вооруженных сил. В результате прорыва обороны противника на Гумистинском фронте были освобождены населенные пункты Гума, Холчени, Каман, Сухумгэс, Шром, Махбюк. Захвачен ряд стратегических высот на Восточном фронте. В середине сентября 1993 года началось наступление абхазской армии на всех участках фронтов. — 27 сентября была освобождена столица Абхазии. Патрон еще понадобится. — 29 сентября на Кадорском мосту произошла историческая встреча Восточного и Гумистинского фронтов. Хочу говорить, чтобы все ребята дошли, чтобы больше не было потерь. В этот же день освобожден город Очамчира. Поедем дальше. Сейчас в течение 2 часов соберем, подготовимся. Карту там. 30 сентября 1993 года абхазская армия вышла к реке Ингур. Наступила долгожданная победа.
Тем временем в верхней части Кадурского ущелья в селе Лата грузинские войска сосредоточили остатки сил. Грузинская военная группировка совершенствовала оборону и готовилась к диверсионным актам. Это создавало напряженную обстановку на всей территории Абхазии. В этой связи в марте 1994 года была проведена Латская операция, в ходе которой противник понес большие потери в живой силе и технике. С июня 2001 года в районе Кадурского ущелья вновь активизировалась деятельность грузинских вооруженных формирований, которыми был осуществлен ряд террористических актов на территории республики. Руководством страны предпринимались все необходимые меры по защите суверенитета и территориальной целостности абхазского государства, обеспечению безопасности граждан. В 15 послевоенных лет между Абхазией и Грузией велись переговоры по урегулированию государственно-правовых отношений. Но, несмотря на это, полное политическое урегулирование не было достигнуто. Грузинская сторона, не смирившись с поражением, развернула диверсионно-террористическую войну на территории Абхазии. В результате гибли военнослужащие Республики Абхазия, сотрудники МВД и СГБ, военнослужащие миротворческих сил, миссии ООН и мирное население. Грузинскими вооруженными формированиями было проведено более 170 диверсионных и террористических актов, в результате которых погибло более 100 военнослужащих миротворческих сил и более 230 сотрудников абхазской милиции и абхазских пограничников. С 1994 года на протяжении 15 лет российские миротворцы успешно справлялись с поставленными задачами. Все эти годы они оставались гарантом невозобновления боевых действий. Поздравляю с успешным прибытием в зону конфликта для выполнения миротворческих задач. – 10 октября 2008 года миссия коллективных сил по поддержанию мира была завершена. Через год, согласно подписанному соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в военной области, в республике дислоцируются воинские части вооруженных сил России. Мирно? Несомненно, их присутствие обеспечивает гарантии мира и безопасности в регионе. Россия была и остается стратегическим партнером, с которым мы связываем наше будущее. В связи с нападением грузинских войск на Цхинвал с 7 на 8 августа 2008 года руководство Абхазии провело ряд мероприятий по повышению боевой готовности вооруженных сил, по недопущению военной агрессии Грузии в отношении Абхазии и проведению военной операции по освобождению верхней части Кадурского ущелья. В связи с сложившейся ситуацией в Южной Осетии принято было решение главнокомандующим Сергеем Багапши о выдвижении войск. Обстановка крайне опасная.
которые чреваты серьезными последствиями, они уже начались. И то, что происходит сегодня в Южной Осетии, это то, о чем мы предупреждали и мировое сообщество, и наших друзей, что это может быть. В зависимости от того, какова будет складываться ситуация в Южной Осетии, мы свое движение не остановим. Принимались все меры по повышению боевой готовности коллективных сил в зоне грузино-абхазского конфликта. В готовности выставить дополнительно 27 наблюдательных постов и организовать патрулирование на 8 маршрутах. Грамотно продуманный командованием Министерства обороны Абхазии план действий позволил выполнить имеющиеся договоренности о взаимной помощи с Южной Осетией и практически без потерь освободить верхнюю часть Кадорского ущелья. С 12 августа 2008 года Абхазия была полностью освобождена от оккупантов. На всей территории восстановлена ее юрисдикция. После признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия наступает новый этап становления наших вооруженных сил. Необходимо дальнейшее развитие, тем более, что угроза вооруженного нападения сохраняется. В организационно-штатную структуру вооруженных сил вносятся существенные изменения. Совершенствуется программа подготовки к ведению боевых действий, укрепляется материально-техническая база, изменения коснулись и методов обучения специалистов, программы военного училища, подготовки резервных подразделений. В целях повышения эффективности вооруженных сил основное внимание уделяется комплектованию их опытными профессиональными кадрами. С этой целью на базе Министерства обороны функционирует Сухумское высшее общевойсковое командное училище, основная задача которого – подготовка офицеров со средним военным и высшим гражданским образованием. В июле 2010 года между Министерствами обороны Республики Абхазия и Российской Федерации был подписан договор о приеме на обучение в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации военнослужащих Республики Абхазия, на основании которого проходит обучение в высших военных учебных заведениях Российской Федерации будущие офицеры абхазской армии. В ведущих научных и методических центрах России проходят подготовку и переподготовку, повышают квалификацию офицеры-командиры вооруженных сил Абхазии. За последние годы заметно повысились интенсивность и качество боевой подготовки, совершенствуются и укрепляются учебная, материально-техническая база. Систематически проводятся тактические и тактико-специальные учения, командно-штабные и мобилизационные тренировки. Их результаты показывают возросший уровень подготовки органов управления, штабов, воинских частей и военных комиссариатов. Современные и оснащенные по последнему слову техникой вооруженные силы – это залог безопасности Абхазии, ее стабильного, уверенного развития. И в этом во многом помогает стратегический партнер – Российская Федерация. Проводятся совместные учения, тренировки, различного рода планирования с военными формированиями Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующимися в Абхазии.
«21 сентября 2017 года партия военного имущества Российской Федерации безвозмездно передана Министерству обороны Абхазии. На официальной церемонии в штабе Минобороны Абхазии заместитель командующего Южного военного округа по вооружению Рамзес Набиев отметил, что Абхазия и Россия приступили к практической реализации соглашения об объединенной группировке войск. Перед нами стоит общая задача по поддержанию мира и безопасности. И сегодня мы делаем очередной шаг в этом направлении. 25 лет оборонное ведомство страны возглавляли видные военачальники. Первым министром обороны стал генерал-лейтенант Владимир Георгиевич Аршба. Он руководил ведомством с 1992 по 1993 годы. После него министром был назначен генерал-лейтенант Султан Асланбекович Сосналиев, который руководил министерством до 1996 года. Позже, с 2005 по 2007 годы, он вновь возглавлял Минобороны. С 1996 по 2002 годы министром оборонного ведомства был Владимир Тачевич Миканба. С 2002 по 2003 годы возглавлял Министерство обороны и действующий президент страны Рауль Джумкович Хаджимба. Генерал-майор Вячеслав Ахметович Эшба был министром с 2003 по 2005 годы. С 2007 года и по сей день Министерство обороны Абхазии возглавляет генерал армии Мираб Борисович Кишмария. Командирам подразделения приступить к принятию военной присяги. Быть дисциплинированным, храбрым, честно и достойно служить своей родине Абхазии. Если я нарушу данную мою общую ненависть и движение моего народа. Принять военную присягу. И что Бог по Конституции закон по все скорялось и широкноко. Сыжлари, субсадки, обснажит каря хапытри. Ага, пага, шина субзо. Арат, арапы. Конституция, отзывала шистых. Субсадки лах через сесахем. 11 октября мы отдаем дань уважения воинам, которые вписали героические страницы в историю страны. Ценой жизни наши защитники спасали страну от врагов. Во многом благодаря их героизму и самопожертвованию Абхазия стала свободным государством. Наша обязанность помнить об этих подвигах, уважать всех, кто сберег для нас Родину и сейчас несет ответственную воинскую службу.